Уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас в Коми-Республиканском институте развития образования на международной конференции «Эффективный учитель для эффективной школы», а именно на тематической площадке, очень важной площадке, я считаю, рабочая программа воспитания в действии «Повышаем уровень качества школьной воспитательной среды». Вы все, наверное, согласитесь со мной, что назначение примерной программы воспитания — это помочь создать и реализовать собственные рабочие программы воспитания, направленные на решение проблем общего вхождения школьников в социальный мир и налаживание ответственных окружений с окружающими их людьми. Примерная программа показывает, как педагоги реализуют воспитательный потенциал их совместной деятельности с детьми и тем самым делают свою школу развивающей личности. В центре примерной программы воспитания в соответствии с ВГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации стали программы общепринятых норм поведения в российском обществе, программа реализации преследуемых учащимися личностных результатов, осуществление во ВГОС, это формирование у обучающихся основ российской идентичности, готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, ценностные установки и социально значимые качества личности, активное участие в социально значимой деятельности. И я с радостью сейчас передаю слово Казначеевой Наталье Николаевне, кандидату педагогических наук, ведущему научному сотруднику Института воспитания Российской академии образования. Наталья Николаевна, слышите ли вы нас, видите ли вы нас? Вы меня слышите? Да, Наталья Николаевна, мы вас очень хорошо видим, очень хорошо слышим, очень рады приветствовать вас в Республике Коми на международном форуме. Да, очень приятно, большое вам спасибо за приглашение. Мне бы сегодня хотелось рассказать о результатах апробации нашей примерной рабочей программы, о том, как продвигается ее утверждение. Мы прошли с нашей программой ФУМО не так давно, и сейчас наша программа дорабатывается, и уже в июне она будет обсуждаться на Общественной палате. Утверждаться, а потом обсуждаться на Общественной палате Российской Федерации. Значит, уважаемые коллеги, вот мне бы хотелось сегодня с вами поговорить по поводу самых острых вопросов, которые возникали и возникают до сих пор, связанных с нашей программой. Вы, если вы с ней знакомы, вы видите, что она отличается тем, что в ней сформулирована федеральная повестка, обновлена нормативно-правовая база воспитания, учтены те последние изменения, которые у нас есть в государственной политике в области воспитания, и эти изменения отражены в государственных документах, таких как Конституция Российской Федерации, Федеральный закон об образовании, ВГОС, приказы 286-287 от 31 мая 2021 года и другие документы. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, уточненная и скорректированная в прошлом году. То есть вот все эти программные документы учтены в нашей примерной рабочей программе воспитания, и получилось так, что и содержательная работа, в том числе, которая ведется в школах, стала рассматриваться в нашей программе под другим углом, совершенно, так сказать, новым. Почему так происходит? Потому что, сами понимаете, если изменяются
установки, если идут, так сказать, изменяются ориентиры в воспитании, то, соответственно, меняется и какие-то происходят изменения и в содержании работы педагогов, и в организации воспитательной деятельности. Ну вот прежде чем, так сказать, начать разговор о тех острых моментах, связанных с нашей программой и ее отличие от других программ, мне бы хотелось сказать, что вообще сегодняшняя воспитательная политика, да, в нашем российском государстве ориентирована на приобщение детей к общественным ценностям, к тому наследию прошлого, которое, может быть, не совсем заслуженно было забыто в последние годы, и к повышению роли учителя в воспитании детей. Это уже, так сказать, влияет и на те шаги, которые делает Министерство просвещения Российской Федерации. Например, вам известный шаг, который сделал наш министр просвещения Сергей Кравцов об отмене такой формулировки о том, что образование это услуга, да, то есть обучение в школе это услуга. То есть вот уходит, этот формальный подход, слава богу, уходит из обихода, так сказать, нашего, да, понятийного. А вы понимаете, что за любым понятием, за любой целевой установкой следует уже, так сказать, действия. И вот эти действия, они, так сказать, должны уже осуществляться после того, как определены ценностные основы воспитания, как изменены подходы в государственных документах. Вот, поэтому вот этот процесс я считаю очень позитивным. Мы еще как бы настроены на то, чтобы включить, и в федеральный закон в том числе есть такие у нас мысли по поводу включения таких важнейших понятий, как учебно-воспитательная деятельность, воспитательная деятельность, потому что эти понятия отсутствуют сейчас в государственных документах. Воспитание у нас вернулось, а вот основополагающие понятия, связанные с организацией и с такой вот системным представлением о воспитании в школе, они пока еще не привнесены в федеральные документы, но мы надеемся, что они привнесутся. Значит, уважаемые коллеги, вот на моей презентации здесь обозначены основные такие аспекты, которые касаются ценностно-целевых основ. Я, так сказать, расскажу о них более, ну, так скажем, обзорно. Вот. А непосредственно мне бы хотелось остановиться на целевых ориентирах результатов воспитания, которые сформулированы нами впервые по сравнению, так сказать, с другими программами воспитания, примерными рабочими программами воспитания, которые существовали до нас. Итак, значит, на этом слайде вы видите цель воспитания, которая написана, вы ее знаете, которая написана в федеральном законе об образовании. Значит, здесь отмечено, что вот, так сказать, вот эти все ценности, да, которые перечислены в цели воспитания, они являются базовыми для разработки программы воспитания. И самый важный момент, источником этих ценностей является духовная культура многонационального народа России. Вот этот очень важный аспект, он учтен в нашей примерной рабочей программе воспитания. Мы говорим о том, что идеологической, если можно так говорить, основой, да, мировоззренческой основой является признание приоритета базовых общенациональных гражданских российских ценностей, с одной стороны, как инвариантного содержания воспитания в школе, а с другой стороны, учет ценностей духовно-нравственных ценностей, традиционных ценностей,
многонационального народа России, как вариативного содержания программы. Значит, на следующих слайдах у меня, так сказать, размещены те программные документы, в которых рассматриваются ценности, базовые российские ценности. Ну, как я уже говорила, это федеральный закон, стратегия развития воспитания в Российской Федерации. Обратите внимание, что вот те самые направления воспитания, которые у нас обозначены в ВГОСе в прошлом году, да, это в ГОС начального общего образования, основного общего образования, так сказать, они не появились ниоткуда, они были уже сформулированы в стратегии развития воспитания в Российской Федерации. Здесь у меня также тоже перечислены те документы, которые я уже назвала. Это и стратегия национальной безопасности, это и федеральные государственные образовательные стандарты. И уже вот здесь в середине слайда вы видите, что в федеральных стандартах образовательных прописаны личностные результаты освоения образовательных программ. И основное отличие стандартов образования, обновленных в прошлом году, является то, что эти личностные результаты обучающихся напрямую зависят от направлений воспитания. От воспитания, которое, так сказать, есть как потенциал, да, в учебных предметах и во внеурочной деятельности. Понятие характеристика базовых российских ценностей посвящен следующий слайд. И уже мы, так сказать, подошли к тому самому, о чем я бы хотела более подробно вам рассказать. Итак, уважаемые коллеги, в соответствии с направлениями воспитания, такими как, вы их знаете, в стандарте они обозначены, гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, экологическое, эстетическое, трудовое, физическое воспитание, развитие ценностей научного познания. Да? Вот в связи с этими направлениями воспитания нами и на основе базовых российских ценностей, о которых я еще сейчас вот чуть позже скажу, нами сформулированы в нашей примерной рабочей программе ценностные ориентиры результатов воспитания. Вот, уважаемые коллеги, мне сразу бы хотелось вам сказать, что мы настаиваем на том, что у нас в программе сформулированы именно ценностные ориентиры результатов воспитания, а не просто воспитания. Да? Это большая разница, и, так сказать, я вам поясню, почему. Вот почему это важно. Потому что эти ориентиры направляют воспитательную деятельность прежде всего педагогического коллектива. То есть, если вы знакомы с нашей программой, вы могли видеть, что эти целевые ориентиры распределены у нас по уровням образования. Начальное образование, основное и среднее. Да? И выглядят они как качественные характеристики, качественные личностные характеристики. То есть, если говорить научным языком, это целевые ориентиры по объекту ценностного отношения. Да? То есть мы как бы говорим о том, каким должен быть выпускник начальной, основной и средней школы. То есть как бы обращаемся к ребенку. Да? Но вот это обращение к ребенку, к его личностным характеристикам, его когнитивной, эмоциональной, чувственной сферы и действенно-практической сферы личности, да, оно нужно для нас с вами прежде всего. Для самоанализа нашей воспитательной деятельности как педагогов. Для того, чтобы проанализировать, насколько успешно ведется работа, воспитательная работа в школе,
нами, педагогическим коллективом. Но чтобы не было вот такого понимания, почему я на этом вот останавливаюсь, целевые ориентиры нам нужны не для того, чтобы оценивать, соответствует ли ребенок им, вот его личностные конкретные характеристики, да? То есть воспитание – это вообще такой процесс отсроченных воздействий. То есть мы понимаем, что воспитание прежде всего это наше с вами взаимодействие с ребенком, который может носить отсроченный характер. Да? И говоря о целевых ориентирах, о результатах воспитания, не просто воспитания, а именно результатов, мы говорим о том, что для нас, взрослых, важно понимать, достигает ли ребенок тех самых ориентиров, результатов воспитания, которые мы хотим, чтобы он достиг. Да? Но это не значит, что он должен их обязательно достичь. И мы должны обязательно это как-то зафиксировать, мы должны это обязательно как-то, ну, скажем так, в рамки в какие-то вводить ребенка, да? Мы должны стремиться к этому. То есть это ориентир, целевой ориентир. Почему я, так сказать, подробно останавливаюсь на этом моменте? Потому что возникают вопросы, в том числе и у практиков, по поводу необходимости определения таких ориентиров. А мы считаем, что, как разработчики программы, что они обязательно должны быть определены для того, чтобы иметь взрослым, воспитывающим взрослым, педагогам, педагогическому коллективу, для того, чтобы иметь ну, четкое представление о мировоззрении, о том, какими ценностями, прежде всего, должен овладеть ребенок. Потому что ранее в программах воспитания целью воспитания было только развитие личности, без привязки к конкретным содержательным ценностям. И вот такое схоластическое, формализованное представление о ребенке, без понимания того, знает ли он историю своей страны, знает ли он культуру своей страны, осознает ли он уровень развития российской науки, понимает ли он значение подвигов нашего народа, подвига нашего народа, каких-то поступков, выдающихся людей. Да? То есть вот именно такие смысловые, ценностные аспекты ранее в программах воспитания все-таки не актуализировались. В нашей примерной рабочей программе воспитания сделана попытка связать базовые российские общенациональные ценности, направления воспитания и разработать вот тот самый ориентир для педагогов, который бы был наполнен именно содержанием, конкретным содержанием, связанным с тем или иным направлением воспитания. Ну вот на следующих слайдах у меня идут базовые российские ценности. Это такие, как человек, семья. Вот обратите внимание на эту важнейшую ценность. В Конституции 2020 года четко определено, что брак – это союз мужчины и женщины для создания семьи. Это сделано не случайно для того, чтобы осуществить защиту семьи, защиту института брака как союза именно мужчины и женщины. И мы наших детей должны воспитывать именно в таком, так сказать, представлении о семье. Обратите внимание на такие ценности, как народ, и вот такие формулировки «свой народ» и другие народы в России. Да? То есть патриотизм, патриотическое воспитание начинается с понимания значения своего народа, его культуры, его особенностей, традиций.
То есть это очень важно для того, чтобы потом формировать уже гражданина, а не, так сказать, Ивана, не помнящего родства. Да? То есть мы формируем сначала у детей представление о народе, которому он принадлежит, да, вот, и это, так сказать, наполнение смыслами этого процесса, да, оно уже, так сказать, перерастает в развитие гражданских качеств личности. Уже ребенок начинает осознавать себя принадлежным к гражданам Российской Федерации, да. То есть такой процесс должен происходить. Народ России, обратите внимание, это уже гражданская ценность, да. Гражданское общество, российское государство, такая тоже важнейшая ценность, которая должна быть транслирована детям в школе. Природа. Очень важное направление воспитания, особенно в начальной школе, это экологическое направление воспитания. И мы считаем, что именно это направление воспитания развивает духовно-нравственную сферу личности. И такая ценность, как человечество и мировое сообщество. Обратите внимание на формулировку Конституции 2020 года о роли России в сохранении мира, безопасности в человечестве и мировом сообществе, что очень актуально в наше время. Вот именно к такой ценности мы с вами, уважаемые педагоги, должны приобщать детей. Итак, вот на этом слайде у меня видны связи между целевыми ориентирами результатов воспитания. Здесь слово «результатов» пропущено. Извините, уважаемые коллеги, это просто допущена такая техническая ошибка. И на данном слайде вы можете видеть, как базовые российские ценности определяют целевые ориентиры результатов воспитания и основные направления воспитания по основному объекту ценностного отношения. Так, ну вот, как я уже сказала, мы формулировали целевые ориентиры в соответствии с базовыми российскими ценностями. И вот обратите внимание, здесь даны формулировки по направлениям наших, по направлениям воспитательной деятельности в школе. Значит, гражданско-патриотическое направление здесь дано как пример. Трудовое направление, так, и, значит, гражданско-патриотическое и трудовое. И вот на этом слайде вы уже можете посмотреть, как мы сформулировали целевые ориентиры результатов воспитания, показывая преемственность, их преемственность по уровням общего образования, в зависимости от уровня, да, вот этого уровня. Уважаемые коллеги, что бы мне еще хотелось сказать, что целевые ориентиры результатов воспитания необходимы нам и для анализа воспитательной деятельности в школе. Именно ориентируясь на эти формулировки, мы анализируем, насколько успешно осуществляется работа в школе, насколько заинтересованы дети в тех процессах, которые происходят в школе, насколько им нравятся преподаватели, так сказать, организация всей работы, да. Нам необходимы целевые ориентиры результатов воспитания для того, чтобы посмотреть, какие существуют проблемы, риски в воспитании детей, что нужно педагогическому коллективу для того, чтобы наметить пути решения этих проблем и рисков, наметить какие-то стратегические новые цели для осуществления наиболее успешной работы воспитательной в школе. Нам необходимо посмотреть, какой прирост происходит у детей, посмотреть динамику личностного развития ребенка в зависимости от его возраста. Я считаю, что работа по нашей примерной рабочей программе позволит более конкретно и содержательно
реализовать цели воспитания и задачи воспитания. И полагаю, что целевые ориентиры результатов воспитания помогут педагогам более четко увидеть и перспективы развития детей, посмотреть, насколько сформированы такие личностные качества, очень важные личностные качества, как ответственность ребенка, его инициативность, его способность к анализу собственных поступков, его личностное развитие. Да? То есть вот мы говорим, когда мы говорим о развитии детей, мы все должны помнить, что вот эта социальная ситуация развития, характерная для ребенка того или иного возраста, она, так сказать, тоже нам нужна для того, чтобы понимать, насколько ребенок воспринимает вот те самые ценности и смыслы, да, которые мы с ним, так сказать, пытаемся освоить в педагогической деятельности вместе с ребенком. Уважаемые коллеги, в конце своего выступления мне бы хотелось еще раз сказать, что основным направлением такой генеральной линии развития воспитания сегодня является приоритет общественных ценностей с учетом индивидуальных потребностей и возможностей ребенка. То есть, безусловно, уважаемые коллеги, никуда не уходит субъект-субъектный подход в воспитании и развитии детей. Мы должны учитывать все возрастные психологические особенности детей и создавать в школе комфортную для них обстановку. Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание. Наталья Николаевна, большое вам спасибо за предоставленную информацию, очень интересно. Я думаю, что наши коллеги, с вашего позволения, и воспользуются вашей презентацией. Разрешаете, да? Да, И, конечно. уважаемые коллеги, я хочу вам напомнить о том, что вы сейчас можете в чате Наталье Николаевне задать вопрос, который вас интересует. Ну, от себя, наверное, добавлю, да, я смотрю ваши программы воспитания, вот как раз в мае у нас начинается мониторинг программ воспитания очередной. Несколько программ воспитания я уже смотрела. Наверное, самое главное, чтобы ваша программа воспитания, она работала. То есть она была не только на бумаге, потому что видно, да, когда она работает, виден уклад, особенность школы, это прописано, это видно в календаре воспитательной, образовательных событий, воспитательной работы. Самое главное, это чтобы ваша программа воспитания работала. Спасибо, Наталья Николаевна. Я надеюсь, будут вопросы, мы обязательно ответим на них вместе с вами. Спасибо большое, спасибо. А я передаю слово нашим коллегам из Белоруссии. Светлана Иосифовна Кетко, учитель математики, информатики гимназии города Дятлова. Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте, очень приятно. Республика Коми приветствует Республику Беларусь. Ну, у нас больше такая практическая. Я хочу вам поделиться опытом работы нашей гимназии в реализации интернет-проектов. Вообще интернет-проекты – это уже не новинка, не фишка. Многие школы давным-давно работали, и мы начинали работать в российских интернет-проектах. Идеи, позаимствовали некоторые идеи у коллег из России и потом попробовали начинать реализовывать свои интернет-проекты. Один из первых интернет-проектов – это проекты, посвященные чтению. В гостях у сказки мы попытались приобщить младших школьников к чтению, что очень не любят сейчас делать дети. Всего было предоставлено 10 книг для прочтения. Каждая книжка – это одно задание, то есть надо было прочитать книгу, выполнить какие-то задания и ответить на вопросы викторины. Вы знаете, за 1,5 месяца чтения техника чтения у детей увеличилась на 10-15 слов. Это были 1-2 класс. И, соответственно, идея такая нам понравилась, и мы реализовали ее в более старших классах, в 5-6 классе, в виде проекта «Чтение с увлечением». Так, подождите, сейчас свою включу. Следующий интернет-проект – это «Их именами названы улицы города». Такой проект можно реализовать в любом городе, в любом районе.
всегда есть улицы, которые названы именами каких-то значимых людей, которые либо освобождали город, либо внесли какой-то вклад в развитие этого города. И вот такой небольшой проект, их именами названы улицы города. Следующий проект улицами старого города. На страницах этого проекта мы разместили информацию о истории нашего города от старожитности до теперешнего времени. Следующий проект. Проекты бывают разные. Проекты мы могли реализовывать как на базе одного класса, так и на базе школы. И вот один из проектов – это школа энергобережливости. Актуальный проект во все времена. Учащиеся учились, как правильно распознавать приборы по классам безопасности, как сэкономить электроэнергию в доме, и вносили свои данные по экономии в общую таблицу. В итоге получилась общая экономия какая-то в каждой семье электроэнергии и вот в определенном классе. Проект «Святыни Малой Родины» – это проект, который посвящен изучению. У нас есть и православные храмы, и католические храмы на территории нашего района. И вот история этих храмов и был посвящен данный проект. Этот проект был разбит на этапы. На первом этапе наши учащиеся искали историю храма, искали фотографии своих храмов, которые размещены на территории населенного пункта, где находится их школа. Второй этап был посвящен истории служения. Здесь уже учащиеся пытались найти как можно больше священнослужителей, которые служили, истории священнослужителей, которые служили в данном храме. Следующий этап – это легенды, которые связаны с храмом. Одна у нас была одна интересная легенда, это когда до сих пор хранится икона, рассеченная икона, и связана с ней есть легенда, что во время войны со шведами всадник на лошади вошел в храм и рассек икону. Из храма он уже выходил не на лошади и слепым. И четвертый этап – это была видеоэкскурсия в свой храм. Конечно, вот все интернет-проекты, они хороши. Это виртуальное пространство, это учащиеся, нет границ для общения. Но все-таки живое общение, оно очень важно. Поэтому мы постарались вот этот интернет-проект, поскольку он был районным, последний этап, завершающий этап, сделать очным. И на очном этапе уже их ждала общая встреча, какие-то определенные задания, подведение итогов проекта. От районных проектов мы пришли к республиканскому. Вот идея такого проекта может быть реализована, наверное, и у вас. Проект «Легенды и подания», «Легенды и предания». В каждой стране, в каждой республике есть свои легенды. И мы попытались все легенды, которые есть в нашей республике, ну не все, конечно, а только те, которые нашли команды-участницы, объединить в один проект. Легенды у нас могут быть. Мы их взяли по разным направлениям. Это топонимические легенды, которые связаны с названием населенных пунктов. Следующие легенды – это Синёкая Беларусь, это легенды, связанные с происхождением рек и озер. И каждая команда наносила легенды своего края, своего района на карту, на общую карту. В итоге у нас получилась очень такая насыщенная карта, на которой были также нанесены еще святыни Малой Родины, это храмы, памятники природы. И, как вы видите, всего у нас было еще пятый этап, тоже у нас был пятый этап, это очный этап. Нам повезло с руководством нашего проекта. Нас поддержала Академия последипломного образования нашей республики. И завершающий этап мы сделали на базе вот этого учреждения. Команды были награждены призами, дипломами. И на последнем этапе они приглашали, туристическое агентство приглашает в свой район. Они представляли, что можно посмотреть в своем районе, какой интересный путь можно в нем сделать. Всего у нас получилось на карту, была нанесена 491 легенда. Ну и здесь видно, конечно, по этой карте, из каких областей участвовало больше команд, из каких участвовало меньше команд.
Поскольку я понимаю, что мы ограничены по времени, я просто расскажу, еще просто назову наш проект. Это «Лица ушедшей войны». Он был посвящен 75-летию освобождения Беларуси. И я просто расскажу, какие у нас были этапы. Это ветераны в строю. Мы искали последних в живых ветеранов, искали и делали совместную такую книгу памяти живых еще ветеранов. Второй этап «Дети войны». На этом этапе нужно было записать воспоминания с людьми, которые были детьми во время войны. Все эти воспоминания мы, конечно, выкладывали на сайт проекта, получается. То есть мало того, что участники проекта видели свои материалы, готовили свои материалы, они могли изучить материалы других команд. Следующий этап «Шли девчата по войне», мой любимый этап. Женское лицо войны – это очень такое трагическая история войны, но в то же время она очень героическая. Как женщины такие хрупкие, такие нежные, выстояли в этой войне и принесли победу. Последний это этап память. Память очень важна, и у нас в республике стараются ее сохранить. Но тоже последний этап мы проводили на базе Института истории, где на завершающий проект это был «Война в чемодане». Команды представляли свои работы, и оценивала их жюри это представители Академии истории. Это проекты, которые были реализованы у нас в школе. Впереди у нас ждут новые проекты, новые идеи. Может быть, наши идеи кому-то пригодятся. Спасибо большое. Может быть, у кого-то вопросы есть? Светлана Иосифовна, спасибо вам большое за ваше выступление. Извините за некоторые технические проблемы. Скажите, пожалуйста, мы можем использовать ваши материалы? Можем ли распространить их сегодня после нашей площадки? Можно в чат написать. Можем? Да, конечно. Спасибо вам большое. Очень надеемся на дальнейшее с вами сотрудничество. Спасибо большое. Ага. Уважаемые коллеги, а сейчас мы переходим к опыту работы наших образовательных организаций. Голикова Галина Васильевна, она присоединится к нам в 14 часов. А сейчас я даю слово Капосовой Валентине Александровне, заместителю директора по учебной работе Зеленецкой средней общеобразовательной школы, которая представит опыт работы реализации программы воспитания. Валентина Александровна, вы слышите меня? Да, я вас слышу хорошо. О, как красиво! Вы в кабинете «Точка роста». Очень красиво, очень рады мы вас видеть. Да, я тоже. Добрый день, я рада приветствовать всех участников конференции. Очень приятно. Ага. Валентина Александровна, немножко плохо слышно. Можно ли сделать у вас как-то звук погромче? Сейчас попробуем. У нас с ноутбука почему-то плохая была связь очень, прерывалась, и мы решили вот. Ага. Все, спасибо. Все, спасибо, вам слово. Хорошо. Волнуюсь, поэтому буду читать, хорошо? Общая программа воспитания нашей школы разработана на основе примерной программы воспитания, и в этом она похожа едино на все программы всех школ. Поэтому я расскажу лишь об особенности нашей программы и о том, какой положительный результат мы уже видим. В марте 2021 года творческой группой педагогов был разработан проект программы. При разработке мы учитывали особенности нашей образовательной организации. Прежде всего, это наши традиции, возможности школы, а именно кадровые условия и готовность педагогов к реализации новой программы воспитания. Тесное взаимодействие с родителями учащихся, наличие сетевых партнеров, так как без этого взаимодействия по нашему направлению деятельности нельзя достигнуть желаемого результата.
Обсуждение программы прошло на педагогическом совете, на заседании совета школы, который представляет родителей учащихся. И хочется отметить, что совет школы в нашей образовательной организации – это тот орган, который принимает непосредственное участие в развитии школы. И, конечно же, программа была рассмотрена на заседании совета старшеклассников. И непосредственно реализация программы воспитания в нашей школе началась с 1 сентября 2021 года. Несколько слов расскажу о нашей школе. Зеленецкая средняя общеобразовательная школа находится в сельской местности в 25 километрах от города Сыктывкар, столицы Республики Коми. В школе обучается 530 учеников. При школе функционирует интернат, в котором проживает 14 учащихся. Зеленецкая средняя школа – это красивое, современное, четырехэтажное здание. В нем есть все необходимое для успешного обучения и воспитания наших учеников. Это учебные кабинеты, компьютерный класс, 2 спортивных зала, актовый зал, библиотека, швейно-технические мастерские, уютная столовая, стрелковый тир, центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Силами педагогов и учащихся созданы 3 музея. Это этнографический музей, это зал боевой трудовой славы и спортивный музей. Также в школе организованы кружки дополнительного образования и курсы внеурочной деятельности. Исходя из особенностей нашей школы, мы определили модули, по которым строим нашу воспитательную работу. Это инновативные модули, которые едины во всех школах. Да? Это классное руководство, школьный урок, курсы внеурочной деятельности, работа с родителями, самоуправление, профориентация. И вариативный модуль, который мы уже определили сами. Это ключевые общешкольные дела, организация предметно-эстетической среды, кадетское движение, волонтерство, школьный музей, РДШ и безопасность. Каждый из модулей ориентирован на решение одной из поставленных задач школой и соответствует одному из направлений воспитательной работы. Я не буду раскрывать каждый модуль, но поскольку наша площадка называется «Рабочая программа в действии», я восстановилась на нескольких аспектах, которые наиболее интересны с моей точки зрения. Современное школьное образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом. Наша школа использует возможности социума для расширения потенциала развития и воспитания обучающихся. Социальное партнерство создает благоприятные условия для развития и социализации участников образовательного процесса в школе. И свою совместную деятельность с социальными партнерами мы строим по следующим приоритетным направлениям: информационное, образовательное, культурно-просветительское, здоровьесберегающее и профориентационное. Наиболее тесным является сотрудничество школы с учреждениями, расположенными на территории села в шаговой доступности. Это детский юношеский центр села Зеленец, дом культуры, лыжная база, сельская библиотека, детские дошкольные учреждения. У нас 2 детских садика на территории села и школа искусств. Реализуется совместный план деятельности школы и данных сетевых партнеров. И вообще слово «сетевые партнеры» мы используем лишь в официальных документах. Чаще всего мы называем их просто «друзья школы». Многочисленные совместные творческие, спортивные, профориентационные и иные дела и события. Назову лишь некоторые. Творческий отчет школы, соревнования лыжный переход, библиотечные уроки, встречи с поэтическим клубом «Стихия», мероприятия ко Дню Победы и многие другие. Самыми значимыми партнерами школы являются, конечно же, родители учащихся, активные участники образовательного процесса. Данная деятельность полно раскрыта в инновативном модуле «Работа с родителями». Законными представителям делегированы полномочия управления школой, совет школы, родительский комитет класса. Родители включены в состав инициативной группы, разрабатывающей программу развития школы, модели самоуправления школьников. Они являются непосредственными участниками многих педагогических советов. Назову темы нескольких совместных педсоветов. Это причины неуспешности и пути их преодоления. Школьная форма за и против. Организация внеурочной деятельности в рамках ВОС и другие. Чередуя традиционные подходы к проведению родительских собраний с инновационными, нашли отклик среди родителей такие формы взаимодействия, как «Нет дверей», час общения с администрацией школы, родительские собрания в различной форме, такие как вопрос-ответ, работа тематических площадок, встречи с интересным человеком и другие. Не проходят без участия родителей школьные мероприятия, день рождения школы, песни победы, творческий отчет школы, дни здоровья, все мероприятия в рамках кадетского движения и многие другие. Подросток каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретенном опыте. Деятельность в рамках модуля волонтерства дает им такую возможность. Но как новая форма вовлечения подростков в социальную активность, волонтерское движение способствует формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности учащихся. Нельзя научиться быть социально активным и участвовать в самой деятельности. Волонтерское движение развивается по таким направлениям, как социальное, творческое, экологическое, военно-патриотическое. Волонтерское движение в нашей школе наиболее активно начало развиваться именно в последние годы.
волонтерский отряд «Бобры» появился в 2016 году. Затем появились такие волонтерские отряды, как «Волонтеры Победы» и «Пазл». Волонтеры отряда «Бобры» возглавляют проведение субботников по уборке территории школы, села, возглавляют акции «Коробка храбрости», помощь приюту для собак «Друг», «Добрые сердца», помощь за оценку для бездомных животных, всероссийские акции «Сад Победы», «Сохраним лес», «Лес Победы», «Бумбар», «Протяженные по стране», «Посадить дерево», «Мы за чистое село», «Чистый двор», «Чистая вода», «Речная лента», «Речной дозор» и многие-многие другие. Активисты отряда «Волонтеры Победы» принимают участие в акциях «Красная гвоздика», «Зажги свечу памяти», «Аллея Победы», «Помоги ветерану», «Подарок ветерану педагогического труда», «Окна Победы» и другие. Акция «Вахта памяти» по уборке памятника павшим воинам в нашей селе стала круглогодичной. Волонтеры Победы реализуют проект «Память поколений», в рамках которого они совместно с педагогом, учителем ОБЖ приводят в порядок места захоронения, в том числе ветеранов войны и ветеранов педагогического труда. В рамках волонтерского движения с прошлого учебного года реализуется проект «Пазл», основной целью которой является организация совместной деятельности учащихся школы с детьми со статусом ОВЗ и инвалидами, обучающимися в школе и на дому. В форме игр, квестов, мастер-классов, праздников. К слову сказать, в нашей школе обучается 33 ребенка со статусом ОВЗ. И напомню, что всего в школе 530 учащихся. Волонтеры этого отряда способствуют погружению ребенка в адаптированную образовательную среду, развитию коммуникативных навыков. Руководит волонтерским формированием учитель-дефектолог. Ее творческий подход, заинтересованность, тактичность позволяют обеспечить координацию всей деятельности, подбирать ребят и распределять между ними обязанности. Участвуя в волонтерском движении, наши ребята владеют навыками позитивного общения, креативного мышления, умения постоять за себя и договориться с другими. С каждым годом увеличивается количество обучающихся, желающих участвовать в волонтерской деятельности. Наша выпускница, уже студентка педагогического колледжа Булаева Лейла, один из самых активных волонтеров, до настоящего времени принимает участие во многих школьных делах, обучая других полученным навыкам не только волонтерской, но и творческой деятельности. Мы гордимся тем, что по итогам прошлого учебного года Булаева Лейла была награждена премией правительства Республики Коми в номинации «Социально значимая и общественная деятельность». Ее примеру следуют другие выпускники школы, занимаются профориентационной деятельностью, принимают участие в общешкольных праздниках, становятся наставниками для школьников, таким образом участвуя в реализации рабочей программы воспитания. Я уделила особое внимание, особое значение именно волонтерскому движению, которое развивает активную жизненную позицию, высокие нравственные качества, неравнодушное отношение к пожилым инвалидам, братьям нашим меньшим. Мы видим динамику личностного развития обучающихся, а это является целью нашей программы воспитания. Воспитание для людей нашего поколения – это кнут и пряник, и поэтому мы стараемся чаще поощрять наших воспитанников. Когда они видят, что их успехи замечают, они стараются еще больше. Поэтому в школе сложилась своя система поощрения социальной успешности и активной жизненной позиции обучающихся. И одно из таких ключевых мероприятий, которое раскрыто в модуле «Ключевые общешкольные дела», это праздник гордости и чести. Праздник проводится ежегодно в течение последних 3 лет в канун Нового года. На торжественную церемонию приглашаются родители с учащимися, которые добились высоких результатов в обучении, олимпиадах, конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях. Члены совета школы также приходят, администрация сельского поселения, педагоги, классные руководители. На этом мероприятии мы чествуем именно родителей, благодарим за воспитание детей с активной жизненной позицией. На праздник приходят целыми семьями, с бабушками, дедушками, младшими братьями и сестрами. Глаза родителей говорят о том, что мы все делаем правильно. Это традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами, воспитанниками и родителями, способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростков. На протяжении многих лет в школе реализуется грант «Качество признания». Согласно данному проекту, в течение учебного года проходят различные мероприятия, по итогам которых мы номинируем учащихся, классные коллективы, родители по различным направлениям деятельности. Это такие номинации, как «Ученик года», «Интеллектуал года», «Спортсмен года», «Доброволец года», «Открытие года», «Лучший классный коллектив», «Самый спортивный класс», «Самый здоровый класс», «Семья года», «Активные родители» и другие. Награждение по основным номинациям проходит на одном из ключевых общешкольных дел – творческом отчете школы. Это своеобразное творческое подведение итогов учебного года. Я знаю, что такое мероприятие проходит не во всех школах, или в маленьком количестве школ. Мероприятие проходит традиционно в конце апреля в Доме культуры нашего села и собирает вместе учащихся, педагогов и родителей. Родителям очень приятно увидеть выступления своих детей, порадоваться их достижениям.
педагоги тоже не остаются в стороне, проявляют свои творческие способности на сцене, что способствует повышению имиджа сельского учителя. Никак не могу обойти стороной и модуль «Кадетское движение». Кадетское воспитание умений и привитие навыков общественно полезной деятельности, профессиональной ориентации с целью раннего определения способностей и склонностей, правильному их использованию с большей отдачей государству и обществу. Кадетское движение в нашей школе организовано с 2012 года для учащихся 5-9 классов в тесном сотрудничестве с детско-юношеским центром и управлением противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми. Жизнь кадет насыщена. После уроков она наполнена неурочными занятиями. Это строевая, огневая подготовка, основы пожарного дела, военной истории, ФП, кадетский вальс, хоровое пение, туризм и другие уже по интересам кадет. Знаковый торжественный ритуал в жизни кадет – это посвящение в кадеты и кадетский бал. Как раз завтра у нас кадетский бал, мы вас приглашаем на это наше мероприятие. Духовными наставниками кадет является настоятель сельского храма отец Владимир. Он участвует во всех важных мероприятиях не только в жизни кадет, но и всей школы. Кадеты школы являются активными участниками, призерами, победителями районных, республиканских, военно-патриотических конкурсов, смотров, акций и других мероприятий. Выпускники кадеты успешно обучаются в профильных учебных заведениях: Смоленской академии ПВО, Рыльском авиационном училище гражданской авиации, Кировском филиале Санкт-Петербургской академии милиции и других. И, наверное, не случайно, в этом учебном году глава Республики Коми Владимир Викторович Уйба 2 раза посетил нашу школу, где непосредственно встречался с нашими кадетами и провел у них урок мужества. Да, конечно, за один учебный год реализации программы воспитания нельзя увидеть полноценных качественных изменений, но тем не менее есть определенные результаты. Боюсь даже произносить вслух, но за этот учебный год нашими учащимися не было совершено правонарушений и преступлений. Увеличилось количество детей с активной жизненной позицией. Удовлетворенность учащихся школьной жизни составила 99%. Удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения составила 98%. В школу приходит много молодых специалистов, и тот факт, что они остаются работать в школе, и мы видим, что им нравится работать с детьми, и они с удовольствием работают с своими классными руководителями, являются своими классами, тоже говорит об успешной реализации нашей программы воспитания. И в завершение хочу сказать, я очень люблю школу, могу говорить о ней и о том, что мы делаем, о наших делах бесконечно. В нашей школе проходит много мероприятий, событий, дел, согласно календарному плану воспитательной работы. Каждое мероприятие проводится не ради мероприятия, оно несет воспитательный эффект, нацелен на повышение уровня качества воспитания. Сложно рассказывать, не видя этого. Наша школа открыта, в нашей школе много гостей. К нам приезжают гости из нашей республики, из-за ее пределов. И поэтому я тоже хочу вас пригласить в школу, на наши мероприятия, на наши дела, чтобы все это увидеть воочию. Спасибо за внимание. Валентина Александровна, огромное спасибо вам за интересное такое выступление. Я лично знаю, бывала в вашей школе, знаю, как вы работаете. Хочу отдельно вам сказать спасибо за ту работу большую, которую вы делаете в своей образовательной организации, в таком сотрудничестве директора и всей образовательной организации. Это все учителя, все работники школы, все обучающиеся и родители. Спасибо большое. Тоже спрошу у вас, вы не против, если наши коллеги воспользуются, скачают вашу презентацию? Да, конечно, да, конечно. Спасибо большое, спасибо. Ну а что, я передаю слово сейчас Ухте Беляевой Любовь Анатольевне, заместителю директора по воспитательной работе гимназии иностранных языков. Здравствуйте, Любовь Анатольевна, мы рады вас видеть. Здравствуйте. Вам слово. Добрый день. Беляева Любовь Анатольевна, заместитель директора, и тема выступления «Достижение личностных результатов на основе реализации рабочей программы воспитания». Гимназия – это единый коллектив со своим культурным пространством, материально-эстетическим обликом, особыми социально-психологическими отношениями. И такая среда воспитывает значительно эффективнее, чем любые другие методы. Главное условие – это создание
единого образовательного пространства для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся. Целевые приоритеты определяют важность и направленность отношений личности к российским традиционным духовным ценностям. Но так как мы являемся федеральной инновационной площадкой, то озвучивать эти слайды не буду, потому что предыдущий оратор, выступающий, говорил и показывал нам именно эту тему. Главным механизмом реализации рабочей программы воспитания в гимназии является совместная деятельность детей и взрослых. Именно это заложено во всех модулях, и инвариантных, и вариативных. Основной технологией реализации программы, которую мы используем, является образовательное событие. Это событие, переживаемое детьми, педагогами и родителями совместно, от стадии до замысла, до полнометражного воплощения. Участвуя в различных семинарах и делясь опытом, мы видим, что очень многие школы, образовательные организации используют эту технологию. Что здесь важны? Самые важные элементы программы – это рабочие базовые сценарии, это групповая творческая работа и, конечно же, обратная связь. Что является принципиально важным для школьной событийности? Это самое сложное, наверное, и у каждой школы – это тема учебного года. Умение ее выбрать, ведь под нее выстраивается концепция праздников и учебных мероприятий. Откуда можно выбрать эту тему? Ежегодное планирование деятельности гимназии строится на основе проекта «Ключевое слово года». И тему года определяет календарь образовательных событий. И вы видите, здесь представлено 3 образовательных проекта. В 2020 году, если это год памяти и славы, то образовательный проект, который мы реализовали в гимназии, «Все для фронта, все для победы». 2021 год – это год технологий и год науки и технологий по календарю образовательных событий. И в гимназии реализуется образовательный проект «Большое космическое путешествие». И нынешний год – это год народного наследия России, и мы реализуем проекты, проходящие целый год «Моя Россия». Сейчас я попробую проиллюстрировать данные проекты. Первый проект – это «Все для фронта, все для победы». Мы старались рассказать ученикам, начиная с 1 до 11 класса, вы видите 1 класс, рассказы о событиях блокадного Ленинграда, они построены через небольшую реконструкцию тех событий. В начальной школе это лото победы разбирается через такие очень простые слова, которые складываются в победу. Старшеклассники проводили с детьми младших классов уроки победы, и десятиклассники уже анализировали плакаты победы, а выпускники 11 класса говорили о том, о чем мечтали выпускники 1941 года и о чем мечтают выпускники 2021 года. И сравнивали эти мечты, говорили о том, что мечтали об одном – о выборе профессии, о счастливой жизни. Следующий год – это 2021 год науки и технологий, и в гимназии реализуется большой проект «Большое космическое путешествие». Чем уникален этот проект? Уникальность этого проекта говорит о том, что в гимназии был организован музей своеобразный на основе принесенных экспонатов, которые хранятся в семьях. Ученики 11 класса проводили экскурсии в этом музее для всех гимназистов, родителей и педагогов. Этот год у нас год культурного наследия России. Завершился этот год Днем открытых дверей, на котором прошел большой концерт, в котором принимали участие и дети, и родители, и педагоги.
Такая деятельность позволяет нам добиться положительных результатов. Мы проводим мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на основе мониторинга результатов. Авторами являются Логинова и Данилюк. Видите, здесь направления мониторинга идут по трем направлениям. И нас интересует больше всего первое – это исследование особенностей нравственного развития и воспитания учащихся, если мы говорим о личностных результатах. На слайде представлена программа исследования выпускников 4 класса. Блоки исследований слева 5. Они одинаковые с 1 по 11 класс по этому мониторингу. А вот параметры исследования, они меняются от начальной школы в основном и в средней школе. Вы видите сформированность нравственного развития и воспитания выпускников начальной школы с 1 по 4 класс, сформированность нравственного развития выпускников основного общего образования гимназии и сформированность нравственного развития и воспитания выпускников гимназии 11 класса. Индивидуальная траектория. Таким образом, мы представили, как формируется индивидуальная траектория развития обучающихся от формирования социально значимых знаний, основных норм и традиций, к социально значимым ценностям, отношениям и приобретению опыта. И для всех выпускников гимназии, и родителей, и педагогов, и детей. Иллюстрация уклада жизни гимназии позволяет вам увидеть технологию образовательных событий, которая происходит в течение всего года. Мы видим, что здесь у нас участвуют все участники образовательных отношений, принимают участие в этих образовательных событиях. Я думаю, что мы очень кратко представили вам опыт гимназии и готовы в дальнейшем делиться своим опытом по реализации рабочей программы воспитания. Спасибо. Любовь Анатольевна, большое спасибо вам за информацию, которую вы предоставили, очень интересную. Мы видим, что у вас кипит работа, интересная. Я думаю, что вашим обучающимся очень интересно в вашей гимназии. И я надеюсь, что вы также разрешите воспользоваться нашим коллегам из образовательных организаций, из управления образования вашей презентацией. Ну и будем в дальнейшем вас также привлекать на наши семинары, вебинары и конференции. Спасибо вам большое. Возможно, в течение еще оставшихся минут будут вопросы, поэтому оставайтесь, мы вместе ответим на них. Уважаемые коллеги, у нас осталось с вами 2 выступления, однако мы должны уже переключаться на следующую площадку, и мы с вами продолжим в 14 часов. У нас осталось выступление Голиковой Галины Васильевны, это Гродненский областной институт развития образования, и Сидельник Елены Петровны, директор средней общеобразовательной школы номер 42 города Воркуты. Уважаемые коллеги, я благодарю всех наших спикеров, которые представили сегодня свой опыт, представили программы воспитания, именно пути реализации программ воспитания, именно Анатолии Николаевне Казначеевой, Светлане Иосифовне, Валентине Александровне и Любовь Анатольевне. Удачи вам, встретимся в 14 часов.